Еще больше 10 лет назад мощные вычислительные машины начали поступать в национальные университеты страны, чтобы помогать преподавателям и ученым в их исследованиях. Борис, ну вот сейчас мы заходим в серверную, где стоит суперкомпьютер. А почему здесь так шумно? Данное оборудование требует себе как температурного, так и климатического режима, соблюдения определенного влажности, пылезащищенности и прочих очень важных параметров окружающей среды. Также оборудование выделяет само по себе очень много шума и тепла, ввиду того, что очень много трущихся и движущихся компонентов. Для обывателей, на первый взгляд, все эти махины непонятные, но нас уверяют, именно здесь рождаются решения, которые могут изменить нашу жизнь. Как понять, что это суперкомпьютер? Как он работает? Горящие сигналы, что это? Это модели на базе процессоров NVIDIA, комплекс хранения. Мы здесь не видим, там внутри еще огромное количество проходит специализированных проводов для того, чтобы это все могло очень быстро обмениваться данными. Потому что при вычислениях в суперкомпьютерах, при высокопроизводительных вычислениях, при искусственном интеллекте важно не только быстро считать, но и быстро передавать данные. Чтобы понять масштабы работы суперкомпьютера, представьте книги. Не тысячи, а миллионы томов. Он способен не только прочитать их, но и проанализировать содержание, сделать выводы, составить отчеты и даже эссе. После тайной комнаты мы направились к мониторам, где все и отображается. Мы сейчас подключены на суперкомпьютер и видим, что запущен какой-то процесс. Вот красная полоса означает, что мы занимаем полностью ресурсы суперкомпьютера. Допустим, запущен проект Менгесос. В Институте умных систем и искусственного интеллекта Назарбаев университета создали модель Менгесос. Она переводит речь в текст и обратно умеет говорить мужским и женским голосом на 5 языках – казахском, русском, английском,